На казанской сцене впервые была показана классическая история, появившаяся на свет благодаря классику драматургии Александру Вампилову «Старший сын». Спектакль режиссера Павла Сафонова, поставленный 1,5 года назад в Москве, набирает силу и уверенность благодаря участию в нем самых востребованных актеров. О парадоксальной истории и метаморфозах жизни в материале Дмитрия Пивоварова. Абсурдность сегодняшней жизни и не поддающиеся критике поступки и события последних месяцев словно слепок и отдельно взяты частные истории, которые типичны вне времени и пространства. Можно легко создать спровоцированную ситуацию и наслаждаться эффектом. Можно разбередить старые раны и подумать о своем месте в жизни. Классическая история Александра Вампилова «Старший сын» несет массу эмоций, недоразумений, интриг, хитросплетенных поворотов и ожиданием чего-то. В общем, как хорошая иллюстрация к нашему времени. Хотя у него есть очень конкретные имена, названия, даты, цифры, месяцы, дни. У него очень много хронологии. Годится для любого времени. Будь то это вчера, сегодня или кто будет ставить завтра. Потому что здесь очень, примитивно скажу, библейские сюжеты. Папа. Сынок. История, знакомая по телебестселлеру с Евгением Леоновым в главной роли, всегда смотрится как в первый раз. В семью отставного военного музыканта Сарафанова, в одиночку воспитывающего 2 взрослых детей, вторгаются 2 молодых людей, опоздавших на электричку. Один выдает своего друга за сына Сарафанова, другой принимает правила игры, но не только главный герой в исполнении Виктора Сухорукова. В человеческом обществе не может быть золотого сечения, такого, знаете, баланса. А раз нет баланса, значит, и не может быть в чистом виде героя. Пусть всякие будут, потому что и в криминальном мире есть свой герой, и в пионерском лагере есть свой герой, и в Казанском университете есть свой герой, и в Кремле есть свой герой. Понимаете, пусть будут. Вокруг имени Виктора Сухорукова собралась команда первоклассных актеров из ведущих московских театров, имеющих свой творческий крест. Тем не менее, в этой истории никто не давлеет друг над другом. Команда из актеров театров «Сатирикон», Вахтангова, Маяковского, Романа Виктюка или мастерской Петра Фоменко с удовольствием работают в придуманной сценографии. И, конечно, мы не всегда совершенно согласны друг с другом во всем. И не только в том, как и что играть, а в том, как подойти к самому спектаклю. Кто-то больше готовится, кто-то меньше, кто-то более серьезно подходит и приходит за 2,5 часа, кто-то приходит за 15 минут. В общем, каждый по-своему. И как тут не вспомнить блестящих стилистов прошлого, приходящих в мир сегодняшний и словно изумляющихся тому, что происходит в нынешнем театре жизни. Дмитрий Пивоваров, Дмитрий Рженко, Рустем Кадыров, телеканал «Эфир».